Мир стремительно меняется. Все мы сегодня живем в одном глобальном пространстве. В нашу жизнь ворвались современные технологии, формируется новая реальность. Невозможное несколько лет назад стало обыденным. Возникают новые знания, теории и опыт, и жизнь уже не будет прежней. Как найти в ней свое место? Как не потеряться? Соответствовать трендам можно, только опираясь на многовековые ценности. Они в нас с молоком матери. Эти ценности объединяют единую нацию, делают народ единым. И нет ничего важнее, чтобы сохранить их. Еще важнее – идти с ними вперед, строить жизнь путем постоянного развития. Нужно в прямом смысле модернизировать свое сознание. Заман өте тез жылжып бара жатыр алдыға қарай. Техника менен инновацияның өскен кезі. Жаңалықтар күн сайын, ай сайын, жыл сайын еселеп өсіп келе жатыр. Халықтың барлығы бәсекелеске ұмтылып, бір-бірімен жағаласып, кім алдына шығады, кім артта қалады деген үлкен дода талас. Соның артында қалып шаң жұтпау үшін, солардың қатарында болу үшін біз қамдануымыз керек. Ценностью, сплачивающей народ, и стала программа, объявленная Елбасы «Рухани жаңғыру», программа духовного обновления. Лидер нации выделил 6 качеств, которыми должны обладать казахстанцы, чтобы меняться самим и менять нашу страну, менять мир. Первое – конкурентоспособность. Каждый должен стремиться ставить четкие цели, принимать эффективные решения, быть лидером, вести за собой, вести здоровый образ жизни, системно мыслить и использовать современные технологии, знать иностранные языки, быть многофункциональным. Рухани жаңғыру қазіргі уақытта бізде санамызға өзгеше серпілістер алып келіп, туған жер бағдарламасында мысалы ұсынылып отыр. Оның ішінде білімге баса назар аударылып отыр. Қазір Қазақстанның ешкімге белгісіз болып келген сан қырлы, түрлі құпиялы киелі жерлерін біліп, ішкі туризмді дамытуға себебімізді, үлесімізді қосып отырмыз. Осының ішінде мысалы елбасы айтқан 100 жаңа есім еліміздің дамуына, экономикасына, саяси жаңғыруына үлес қосқан, өзіміздің замандастарымыздың тарихын баяндап, біз оларды жақыннан танып отырмыз. Второе – прагматизм. Необходимо иметь самодисциплину, быть практичным, результативным, способным к риску и трудолюбивым, работать в команде и управлять проектами, являться самодостаточным. Третье – сохранение национальной идентичности. Это, прежде всего, патриотизм и толерантность, уважение к национальной казахской культуре и языку и почтительное отношение к культуре других народов Казахстана. Нужно уметь реагировать на изменения требований по ситуации, обладать правовой культурой, воспринимать себя цифровым номадом, помогая окружающим, и не мириться с жестокостью. Я считаю, что мы в какой-то эйфории независимости, реформ, смены общественно-политической формации, мы где-то упустили главное, именно о чем сегодня говорит глава государства, о модернизации общественного сознания. Ведь без модернизации двигаться невозможно. Мы забыли о таких качествах жизненно важных, необходимых для общества, как воспитание патриотизма. Без этого нельзя. Может быть, я что-то не так понимаю, но, на мой взгляд, через патриотизм можно решать, можно лечить большое количество пороков, которые преследуют человеческое общество, человеческое сознание. И культура, и та же борьба с коррупцией, и многое-многое другое. Поэтому я всецело поддерживаю модернизацию общества. Четвертое – культ знаний. Это искусство учиться и интеллектуальная активность, гибкость ума, аналитическое мышление, умение эффективно продвигать идею в социальных медиа, быть проактивным и эко-френдли, создавать целостную картину. Пятое – эволюционное, а не революционное развитие Казахстана. Наши соотечественники должны обладать гражданской ответственностью, признавать светские основы развития государственности, быть волонтером,
Уметь вести переговоры, критически мыслить, обладать ситуационным руководством и стрессоустойчивостью, не мириться с коррупцией. Конечно же, все это сообщество нуждается в определенной модернизации. Мы сейчас наблюдаем, что пока центр тяжести, он такой неравномерный. Жизнь в городе, жизнь на селе, она кардинально отличается. Эта модернизация, она как раз-то необходима для того, чтобы стереть видимые границы. И, по сути, возможности-то созданы для всех одинаково, для всех граждан Казахстана. И здесь нужна личная такая позиция, личная вовлеченность во весь этот процесс, проявление личного интереса и сопричастности к тому, чтобы быть на волне и активно принимать участие в тех процессах, которые сейчас актуальны в твоем государстве. 6. Открытость сознания. Все мы должны уметь эффективно взаимодействовать с представителями других культур и национальностей, развивать эмоциональный интеллект, креативность и творческое мышление, стремиться к непрерывному саморазвитию, понимать глобальные проблемы человечества и располагать окружающих к себе. Программа «Рухани жаңғыру», она направлена на то, чтобы еще раз доказать себе самим, всему миру доказать, что казахстанцы — это особая нация с особыми потребностями, со своим уникальным историческим прошлым и, я уверен, отличным будущим. Поэтому мы сегодня, помимо экономического роста, должны все-таки уделить большое внимание и своей внутренней, своей духовности, своей идеологической сфере. Именно на это и направлена программа «Рухани жаңғыру». За 3 года реализации программы стало ясно, что модернизация сознания казахстанцев не несбыточная мечта. Мы меняемся и равняемся на других, а те, кто уже изменился, среди нас. Приумножая духовное богатство, которое мы унаследовали от наших предков, интегрируя и адаптируясь под глобальный мир, безусловно, нам удастся создать совершенно новое общество, готовое к переменам, с аналитическим мышлением и гибкостью ума, патриотичное, толерантное, с точным знанием национальных и личных ресурсов, экокультурой и ответственное за свое и будущее страны. У Казахстана есть уникальный исторический шанс через обновление и новые идеи самим построить свое лучшее будущее. И все это в наших силах, если мы вместе.